Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. Татары всего мира 4 июля могли посмотреть в формате онлайн Сабантуй. Обратим внимание, что у татар это первый такой исторический опыт. Да, есть татары, для которых проведение праздника Плуга в традиционных советских форматах уже набило оскомину. Да, то, что мы называем Сабантуем и праздновали в прошлом году и во всех предыдущих годах, окончательно оформился именно в период Советского Союза. Но в этом году случилась пандемия коронавируса. Жизнь и здоровье татар и жителей Татарстана – это ценность, и пренебрегать ими нельзя ни в коем случае. Вообще, потому каким получился онлайн-Сабантуй, можно сделать много интересных выводов о татарах в соцсетях. Во-первых, татарские сообщества в соцсетях, да и вообще в интернет за такое большое время информационного затишья, виной которому стала самоизоляция, выплеснули большие объемы контента, который вроде как должен быть интересен татарам. Мы смогли обнаружить в соцсетях проекты, которые предоставили возможность окунуться в режиме онлайн в атмосферу Сабантуя. А теперь перечисляем. Онлайн-Сабантуй, который организовала татарская автономия Москвы. Длительность трансляции их празднования составляет 6 часов 33 минуты. Онлайн-марафон провела телекомпания ТНВ, и это вы можете увидеть на YouTube-канале Татаринформ. Общий хронометраж составил более 10 часов, но мы сделаем небольшую оговорку. Зрители за это время будут на самом деле смотреть не только Сабантуй, но и телевизионную рекламу, программу «Канун парламент Жамгаят» о прошедшем голосовании по поправкам в Конституцию и выпуски новостей. И третий проект – «Вечерний Сабантуй», который вышел на официальных аккаунтах Республика Татарстан в соцсетях. Он продлился чуть более 3 часов. Другими словами, у татар сейчас есть возможность посмотреть более 17 часов видео о Сабантуе в любое удобное для них время. Второй вывод. По видеоконтенту о Сабантуе можно сделать выводы, сколько на самом деле в соцсетях есть шен-татарлар, которым интересна культура, традиция Сабантуя и история своего народа. Кстати говоря, вечерний Сабантуй в аккаунтах Республики Татарстан был на протяжении 3 часов только на татарском языке. Так что мы можем сделать выводы о том, насколько татары владеют татарским языком и сколько вообще татароязычных татар в соцсетях. Итак, онлайн-Сабантуй московских татар на YouTube просмотрело более 20,5 тысяч человек. В их сообществе ВКонтакте около 1200 человек. А онлайн-марафон телекомпании ТНВ просмотрело более 6 тысяч человек. А вот вечерний Сабантуй на YouTube просмотрело более 1200 человек. Во ВКонтакте более 34 тысяч человек. А в Одноклассниках более 105 тысяч человек. Таким образом, суммарная аудитория татар, просмотревших Сабантуй в соцсетях, составила более 162 тысяч человек. Эти данные на 6 июля. И, как вы понимаете, эти цифры еще будут только расти. Мы, конечно, допускаем, что в соцсетях, наверное, нашлись самые настоящие татары, которые сначала просмотрели 10-часовой онлайн-марафон ТНВ, а потом еще на ночь глядя 3 часа вечернего Сабантуя. Но таких, наверное, все-таки не так много. В общем, татары, наливаем себе чай, вкусных печенек, чак-чак, поближе, и можно заценить небольшой сериал про Сабантуй на несколько вечеров. Приятного просмотра! Кстати говоря, напишите в комментариях, интересно ли было вам смотреть онлайн Сабантуй, а если нет, то почему? Интересное событие происходит сегодня у пермских татар. Башкирские активисты решили поставить памятник крупному родопромышленнику, старшине Гайнинской волости Туктамышу Ишбулатову в парке имени Габдуллы Тукая в селе Барда. Неоднозначные и совершенные Туктамышем Ишбулатовым поступки в XVIII веке и вообще уместность установки в честь него памятника в парке имени Тукая вызвали споры. Начнем с того, что этническая картина по татарам и башкирам в Пермском крае непростая.
Например, там есть культурный центр татар и башкир Бардымского района, то есть организация объединяет и татар, и башкир. Его председатель Салим Назин считает, что установка памятника этому деятелю в парке неуместна. А вот башкирский общественник Марат Музафаров признает, что да, в свое время Туктамыш Ишбулатов делал дела как достойны восхваления, так и дела, которыми сложно гордиться. И вообще, рассуждает общественник, в каждом человеке есть хорошее, так и плохое. А вот историк Файзулхак Ислаев и вовсе говорит о неприятии личности Туктамыша Ишбулатова как башкирами, так и татарами. По его словам, Ишбулатов вообще по локоть в крови мусульман и имамов, погибших в ходе восстания Батырши. А вот этномиссионер Салават Хамидуллин в сомнениях и в попытках взглянуть на Туктамыша Ишбулатова объективно и вовсе видит только злодейские козни плохих татаристов. Начались, так скажем, информационные атаки на Токтамыша Ишбулатова, которые, значит, вот в радио, вроде Азатлык была статья, насколько я знаю, ну сам я вот толком не читал, и в какой-то газете. Да-да, вы не ослышались. Салават Хамидуллин ничего толком не читал, название газеты не помнит. Видимо, у него традиция такая – не читать, но осуждать. Все это действо по Ишбулатову он назвал громко и скандально «информационная атака татаристов». Да кто ж такой этот Туктамыш Ишбулатов? Итак, старшина Гайнинской волости, в числе прочего, например, отметился тем, что был депутатом в уложенной комиссии 1767-1769 годов, которую инициировала Екатерина Великая. Он составил наказ Башкир-Уфимской губернии из 44 пунктов. Да, он подавлял восстание Батырши и был на стороне русского правительства. Правда, в 1771 и 1773 годах он уже выступил против властей Российской империи и присоединился к восставшему Емельяну Пугачеву. Марат Музафаров рассказывает, что бюст из чугуна готовит уфимский скульптор Ульфат Кубагушев. А вопрос, как относиться к тому, что Ишбулатов жестоко подавлял восстание Батырши, для него, конечно, неудобен. Но Музафаров считает, что Батырша своим восстанием тоже на самом деле подставил свой народ. Говоря «подставил», мы дословно цитируем самого Музафарова. А вот Салим Назин напоминает, что если что хорошее и можно вспомнить об Ишбулатове, так это то, что он был возведен в полковнике в войске восставшего Пугачева. Назин рассуждает, что не таким уж и великим был депутат Ишбулатов. Были и другие интересные депутаты в уложенной комиссии Екатерины Великой. Глава татаро-башкирской организации отмечает, что против Ишбулатова возмутились именно мусульмане края. Сам проект реализует Курултай башкир Пермского края за счет гранта Республики Башкортостан. И в это дело вложились подразделения Лукойла в Перми. Проект оценивается примерно в 200 тысяч рублей. Бюст Ишбулатова приурочивается к празднованию столетия образования Башкирской АСР, который отмечался в 2019 году. Историк Файзулхак Ислаев рассказывает, что Токтамыш арестовывает всех восставших в своем крае и тех, кто был на стороне Батырши, и отправляет их под заточение в город Оса. Историк рассказывает, что эпоха Ишбулатова и вообще весь XVIII век – это на самом деле период усиления христианизации нерусских народов в Российской империи. Ислаев указывает, что восстание Батырши носило именно религиозный оттенок. Люди выступали в защиту прав исповедовать свою веру. Историк напоминает, что татарам в XVIII веке, например, вселял ужас миссионер Лука Конашевич. Благодаря восстанию Батырши Екатерина Великая пересмотрела религиозную политику государства. Был отменен специальный налог с некрещенных, который они выплачивали вместо крещенных сородичей. Мусульман перестали рекрутировать в армию. Разрешили восстановить разрушенные мечети. Уволили Луку Конашевича и сослали его подальше от Казанской губернии.
Ислаев Баташу считает татарским историческим деятелем. Салават же Хамидуллин заявил, что все те, кто против Ишбулатова, на самом деле башкирофобы. И вообще, у татар нет права рассуждать о Батырше и Ишбулатове. Ну, во-первых, ты правильно сказал, что и Батырша, и Токтамыш Ишбулатов, их противопоставлять друг другу нельзя. Это первое. А второе, значит, оба деятеля – это, скажем, личности конкретной башкирской истории, я так бы сказал. В целом, можем отметить какое-то пренебрежительное отношение Салавата Хамидуллина к заслугам Батырши. Этномиссионер в попытках отстоять светлый лик Ишбулатова принижает значимость восстания Батырши. Восстание 1755 года, или как ты его назвал неправильно, восстание Батырши, ведь это восстание, оно ведь у нас неправильно трактуется, оно не было вызвано, там, башкиру восстали не потому, вот как это все описал, значит, Батырша, не из-за каких там религиозных притеснений. Там были причины очень прозаические, вот я же как уже сказал. Отмена ясака, вот, покупка соли. Вот, значит, там действительно в эпоху Елизаветы Петровны вот был такой последний такой, значит, период, нет, даже не последний, наверное, но вот один из таких пиков, да, всплесков очередных, скажем, притеснений по отношению к исламу. Вот в Казанской губернии, в Астраханской там, и других, Симбирской губернии, там, ну, практически разрушены были все мечети. Вот, но Уфимской провинции это не касалось. Вот. Потом вот неправильно говорят, что вот как бы было насильственное крещение. Но не было никогда насильственного крещения. Ни во времена Елизаветы, ни во времена Алексея Михайловича, ни тем более во времена Ивана Грозного. Тогда вообще никакого крещения не было насильственного. Но я, по крайней мере, не встречал никаких актов. Была усиленная, значит, была активизация прозелитической, миссионерской деятельности. Да? Создавались, значит, такие условия, способствующие переходу, да в самом эти условия фискального характера, способствующие, значит, переходу мусульман и язычников в христианство, да, там, налоговых послаблений и так далее. Но вот так, чтобы какие-то указы были, значит, о насильственном крещении, никогда такого не было. Я не встречал. Что мы только что услышали? Салават Хамидуллин заявляет, что лучше знает причины восстания, чем сам Батырша, что воззвание Батырши, которое является историческим источником, и в принципе дошло до наших дней, не в счет. И Хамидуллин заявляет, он убеждает нас, что люди тогда, в XVIII веке, на самом деле восстали из-за отмены платы ясака и невозможности торговать солью. А как вам рассуждение этномиссионера относительно насильственного крещения народов Поволжья в XVIII веке? С одной стороны, утверждает Хамидуллин, христианизации как бы не было. Но с другой стороны, документы, доказывающие это, ему неведомы. А воззвание Батырши не считается. Вот так башкирские этномиссионеры пытаются манипулировать историческими фактами. В соцсетях продолжается дискуссия вокруг вопроса татарской идентичности этнографической группы юртовцев Астраханской области. К сожалению, со стороны некоторых юртовцев, которые себя определили как ногаи, звучат рассуждения, что все те юртовцы, которые назывались татарами, были на самом деле перепрограммированы татарскими учителями из Казани. Юртовский нагайц и по совместительству нагайский этномиссионер Амир Мусаев, например, называет татар, приехавших в начале 20 века в Астрахань, пренебрежительно коммуняки-казанлы, которые отатарили его народ. Мусаев заявляет, что юртовских ногаев записали в татары в 1926 году именно благодаря советской власти, что это делалось при участии этнических средневолжских коммунистов-татар, которые просто заполонили Астраханскую губернию. Очевидно ведь, что встает вопрос, в чем вообще был интерес волжских татар переписывать юртовцев именно в татары? Почему именно юртовцы подверглись этой якобы насильственной татаризации? Почему другие народы Кавказа, Нижнего течения Волги не отатарились в советское время?
И Амир Мусаев предлагает очень забавный ответ по этому вопросу. Во-первых, Мусаев очень подозрительно говорит о каких-то поволжских татарах, хотя в 20-х годах уже была Татарская автономная республика, и в то же время он называет их казанлы. Здесь, наверное, все-таки нужно уточнить прям по фамилиям, кто именно татаризировал несчастных юртовцев. Конкретики бы. И вот, значит, рассуждает Мусаев, татары Поволжья специально татаризировали нагайцев, чтобы заявиться на уровень союзной республики. Да, у отцов-основателей ТАССР был такой пункт – добиться признания нашей республики именно как союзной республики в Советском Союзе, чтобы Татарская республика была равноправна Украине, Узбекистану и так далее. Но Мусаев хочет нам объяснить, что статус Татарской республики зависит от небольшой группы юртовских ногаев, как он говорит. Простите, что? В общем, друзья, есть конкретные исторические документы, которые говорят об именно татарской идентичности у юртовцев. В подготовке материала по юртовским татарам помог блогер под именем Татар-Тюрк. Житель юртовского села Татарская Башмаковка Саитов Габдулхай Саитович, рожденный в 1924 году, указан как татарин. Юртовец Абубакир Мулагулов, рожденный в 1916 году, награжденный медалью за боевые заслуги во время Великой Отечественной войны, в наградном листе указан как татарин. Юртовец Куньязов Хашимавлет Касимович показал доблесть во время Великой Отечественной войны. Он, будучи красноармейцем-санитаром, под минометным огнем немцев вытащил из поля боя 18 раненых бойцов. В личном деле записан как татарин. Или вот юртовец Ивлеменов Борис Бекбулатович. О нем тоже сохранилась личная карточка, где говорится, что он, будучи разведчиком, доставил важные сведения. Записан как татарин. Зайнуллин Вакил Хисметович, тоже герой Великой Отечественной войны и тоже указан как татарин. Между прочим, он родился в 1896 году. Он 21-летним парнем встретил падение Российской империи и зарождение Советского Союза. Какие же такие казанлы и злодеи-татары могли перепрограммировать сознание человека, который пережил гражданскую войну и большой голод на Волге? Рядовой Джанбеков Измаил Бекбулатович попал в плен к немцам в Керчи. В мае 1945 года его освободили американские войска. В марте 1957 года, после того, как он прошел специальную проверку в лагере, то есть отсидел, а потом отработал в донбасских шахтах, был награжден медалью за боевые заслуги. Национальность – татарин. Старший лейтенант Баязитов Ибрагим Закирович представлен к медали за боевые заслуги. В наградном листе национальность – татарин. Младший лейтенант Ахмедов Каюм Рахматулаевич во время войны был старшим летчиком 347-го истребительного авиационного Родомского краснознаменного полка. Он получил орден Красное Знамя, в наградном листе татарин. Неужели мы должны верить в эти нелепые объяснения, что злые татары специально перед войной и после войны отатарили юртовских ногаев? Вы можете себе представить, чтобы татары разбежались по всем военным комиссариатам Советского Союза с методичкой, инструкцией в обязательном порядке записывать юртовцев татарами? Может, у этих людей все-таки была своя внутренняя мотивация называться татарами и с этим именем защищать свою родину и бить фашистов? И мы тут уже начинаем слышать упреки в наш адрес, мол, все-таки советская власть насильно отатаривала юртовцев. А что насчет тех юртовцев, которые попали в плен к немцам? Сами же понимаете, что пребывание в плену фашистов для советского солдата – это практически сделать шаг в сторону смерти. У человека состояние такое появляется,
что ему уже в принципе нечего терять. Парадоксально, но будучи в плену и под угрозой, что не сегодня, так завтра тебя могут убить или ты сам умрешь, человек приобретает внутреннюю свободу. Юртовцам в плену нечего было терять, и они были свободны от советской власти, и они себя называли татарами. Вот карточка из личного дела пленного Салихова Рахима. Национальность – татарин. А вот карточка пленного Алеева Гимирбека Салиховича. Национальность – татарин. Как видите, юртовцы с внутренним осознанием себя, что они татары, совершали подвиги. Еще раз скажем, били фашистов, защищали свою родину, попадали в плен. Кто-то умирал, а кто-то выживал. Мы гордимся такими нашими предками. С победой вас, юрт татарлары!